Время новостей Татарстана на ТНВ. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот наши темы. Время требует цифровизации. Вовлеченность предприятий республики и процессы цифровизации остаются низкой. Чего не хватает предприятиям Татарстана и что из-за этого грозит, расскажет Дмитрий Аринин. Путевки в детство. Таким образом, мой ребенок пойдет в школу 8 лет, если он сейчас идет в ясли. В Челнах те, кто должен был получить место в детских садах, вдруг оказались в конце очереди. Почему? Выяснял Рамиль Галиуллин. Для царской рыбы царские условия. Температуру постоянно поддерживаем. У нас качается вода из скважины напрямую. Как спасать от исчезновения осетровых в республике, узнавала Юлия Муратова. Айдана ТНВ 2019. Везде нужны двуязычные кадры, и эти кадры мы здесь готовим. Как получить грант на высшее образование и попасть по ту сторону экрана телевизора, расскажет Салават Мухаммадуллин. Чтобы не оказаться на периферии, нужна цифровизация. Активнее внедрять новые технологии. В Челнах призвал сегодня Рустам Минниханов. В Автограде прошел семинар по цифровой экономике на производстве. Сейчас в Татарстане такие системы используют мало. Планируют их использовать только треть компаний. Чем это грозит и какой эффект от цифровизации, узнал Дмитрий Аринин. Система собирает данные о работе оборудования. Производство таких систем российская IT-компания запустила несколько лет назад. Сейчас ее технологиями пользуются более 200 предприятий в России и зарубежье. Практика показывает, что через 5-6 месяцев после внедрения системы эффективность производства увеличивается на 15-25%. Что, например, для завода, имеющего 100 станков с ЧПУ, работающего в 2 смены, выливается примерно в 140 миллионов рублей в год экономии. Внедрять передовые технологии сегодня на семинаре призвал Рустам Минниханов. Нужны электронные системы, которые будут следить за производственными процессами, оптимизировать их и выявлять, где может быть сбой. Сейчас в Татарстане цифру на вооружение взяли крупные предприятия. КАМАЗ с помощью умной автоматики начал выпуск беспилотных КАМАЗов. Татнефть так мониторит свои месторождения. Подис, оцифровав производство, увеличил производительность труда на 20%. Вовлеченность предприятий республики и процессы цифровизации остается низкой. По оценкам экспертов, только треть татарстанских компаний наметили ориентировать с цифрового перехода. Уже сейчас происходит снижение востребованности аналоговых продуктов. И если в ближайшее время предприятие не запустит цифровой переход, то окажется на периферии не только новых, но и традиционных рынков. Как подсчитали, с появлением на заводах цифровых технологий эффективность работы вырастает на 45%. Сейчас в России более 60% предприятий уже составили свои планы цифровизации. Мировые же лидеры в этом – США, Германия и Китай. Стоит задача догнать и перегнать. Для этого запустили программы господдержки. На сегодняшний день такой государственной поддержкой является предоставление предприятиям льготных займов Фонда развития промышленности. Всего фонд предлагает 10 программ финансирования проектов. Напомню, что по крупным проектам заявки направляются напрямую в Фонд развития промышленности. Также у нас есть региональный Фонд развития промышленности. В минувшем году при господдержке в цифровизацию татарстанских производств вложили 3,5 миллиарда рублей. Вместе с внедрением технологий Рустам Минниханов поручил улучшить и подготовку специалистов. Так, в кратчайшие сроки в вузах должны быть запущены новые программы «Цифровая экономика». Дмитрий Аринин, Шатаюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Муниципалитеты республики получат больше 650 миллионов рублей на закупку автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе. Сегодня во второй половине дня Рустам Минниханов посетил завод КАМАЗ и принял участие в заседании комитета по перспективным проектам нефтегазового комплекса. Сергей Хайдаров знает, что это даст Татарстану. Набережные Челны, завод КАМАЗ, за трибуной специальный советник итальянской области Ломбардия. Как рассказывает Мария Роза Барони, итальянцы начали использовать природный газ одними из первых в Европе. Равно как и Татарстан в России. Наша республика в лидерах по переходу на газомоторное топливо среди регионов. К примеру, тот же КАМАЗ инвестирует в газ последние 15 лет. Пришло время, когда мы должны ждать отдачи от инвестиций.
Во всем мире это будет развиваться. Я очень рассчитываю на то, что Россия, имеющая огромные запасы газа, такую компанию, как «Газпром», уже точно не останется в стороне этого мирового развития. Татарстан переход на газ объявил еще 5 лет назад. За это время число перешедших на это топливо увеличилось в 11 раз. Количество потребляемого газа подскочило в 8. Заправки с метаном растут как грибы. И по мнению Рустама Минниханова, это лишь первый шаг. Следующий, более серьезный шаг, мы считаем, кроме сжатого газа, должен быть сжиженный газ. Вот мы с Виталием договорились, что в ближайшее время мы уже построим в Татарстане завод. Во-первых, мы село закроем, примем программу, закроем жилищно-коммунальное хозяйство, пассажирский транспорт. Выходит, сжиженный газ решит целый ряд проблем. Уже стало известно, что муниципалитеты республики получат более 650 миллионов рублей. На эти деньги закупят 288 автобусов и технику для ЖКХ. Сельскохозяйственная техника, если будет переведена на газ, вот Рустам Нагович сказал, то, что эффект составит, я хочу сказать, порядка 280 миллиардов только в нашей стране. Вот. Это очень перспективно. Переход на газомоторное топливо во всех регионах уже в скором будущем поспособствует росту ВВП в стране на 1,5%, считают эксперты в сфере экономики. Сергей Хайдаров, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Набережные Челны. Путевки в детство получат не все. В Набережных Челнах началось распределение мест в детсады. Однако в этом году правила приема дошкольников в Автограде существенно изменились. Теперь дети, которым исполнится 3 года после 1 сентября, могут попасть только в ясли или вообще остаться без места. Почему это произошло, расскажет Рамиль Галиуллин. В молодежном центре, где идет распределение в детсады, с утра не протолкнуться. Челнинцы возмущены, что накануне распределения вдруг поплыли очереди в детские сады. Слетела очередь, слетела год, и все слетело. Уже 3-й день я сюда хожу. И постоянно такие очереди. Решение принял Верховный суд республики. Один из жителей Автограда посчитал, что при направлении в дошкольное учреждение завышается возраст детей, и стал судиться. В итоге служители Фемиды встали на его сторону. Такое решение привело к тому, что те, кто вот-вот должен был получить путевку, вдруг оказались в конце списков, причем даже льготники. Мы 16-го года, нам в октябре будет 3 года. Мы не попали в ясельки, и мы не попали во вторую младшую. Мимо нас прошла очередь. И я вот пришла разбираться, как так. Наш отец инвалид. До сих пор группы в детсадах комплектовались в зависимости от года рождения. То есть все дети 2016 года, неважно, исполнилось им 3 в августе или в октябре, попали бы в младшую группу садика. Теперь это возможно только для тех, кто родился до 31 августа. Все их одногодки, чей день рождения 1 сентября и позже, могут рассчитывать в лучшем случае на ясли, которых в Челнах, как известно, дефицит. Таких детей почти 2500. Соответственно, двухлетки, родившиеся с сентября по декабрь 2017 не попадут в этом году даже в ясли. Если бы было по старому исчислению, то все дети 2017 года, они бы считались у нас детьми 2-3-летнего возраста. И мы бы, льготники, по крайней мере, все бы получили места в детских садах. А по новому исчислению дети 2017 года, родившиеся после 1 сентября, считаются уже возрастной категорией 1-2 года. Изменения коснулись и декретниц. Многие рассчитывали отдать ребенка в сад и вернуться на работу. Теперь декрет продлится еще на год, а рабочее место может быть потеряно. Встают вопросы с тем, как детей будут принимать в школу. Мамы обеспокоены, что кто-то может пропустить подготовительную группу. Таким образом, мой ребенок пойдет в школу 8 лет, если он сейчас идет в ясли. В надежде попасть хотя бы в ясли челнинцы пытаются перевести малышей в другие детские сады. Некоторые встают в очереди в новостройке. Планируется, что в этом году в Автограде откроется 6 новых дошкольных учреждений. Они смогут принять 700 малышей. Рамиль Галиуллин, Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, ТНВ, Набережные Челны. В Казани дети с местной пропиской получат приоритет приема в детские сады города. Согласно изменениям в федеральном законодательстве, зачисление в дошкольные учреждения будет проходить в 2 этапа. С апреля и до конца мая устроить малышей в детские сады смогут те, чьи дети прописаны в Казани. Причем по новым правилам ребенок, имеющий казанскую регистрацию, может пойти в любой садик города. Тем, у кого регистрация за пределами Казани, свободные места будут предложены с 1 июня. На сегодня таким детям иногородним либо предлагаются варианты устройства в детские сады, где большее количество мест в связи с большим выпуском детей, либо они будут направляться в те же сады, которые желают, или на свободные места уже в июне месяце.
Наконец-то открылся, и не без нашей помощи. Детский сад в жилом комплексе Царева сегодня принял первых детишек. Открыть обещали сначала в сентябре, потом в марте. Срок откладывали, двери сада так и оставались закрытыми. Месяц назад причину длительной задержки выяснили наши корреспонденты. Проблема решилась после выхода сюжета. Этого дня они ждали с сентября, а на дворе уже апрель. Детский сад здесь на вес золота. Комплекс застраивается, детей много, а водить было некуда. Один сад уже готов, но он частный, мы ждали именно муниципальный. Необходимость острая, потому что комплекс большой. Построили детский сад еще в прошлом году. Родители говорят, обещали открыть к 1 сентября, потом к 1 марта, но здание продолжало пустовать, а обращения в инстанции результата не давали. Более того, выбрали заведующего, были известны сотрудники. Кто-то успел уволиться с прежней работы и переехать сюда. Тогда они обратились к нам в редакцию. Вот те самые кадры репортажа двухнедельной давности. Мы когда квартиру здесь покупали, то есть нам обещали золотые горы, и школу, и 3 садика, 4-й государственный, и в итоге ничего нету. Обещают, не могут сказать, когда же откроется. Каждый день звоню вот рано. Родители очень долго ждали открытия детского сада, и, конечно, поступало очень много звонков, и приходили со мной и спрашивали. Тогда в Минстрое проблему объяснили тем, что затянулась проверка документов. Но уже через 3 дня после выхода сюжета в эфир Минземимущество начало процедуру перевода объекта на баланс муниципалитета. И садик открыли буквально через 10 дней. Сегодня у нас большой праздник. Мы очень благодарны телерадиокомпании ТНВ, корреспонденты которого оперативно отреагировали на обращение родителей. И вот с сегодняшнего дня наши дети будут ходить в новый детский сад. Спасибо. Детский сад «Ивушка» в жилом комплексе Царева начал строиться еще 2 года назад. Он рассчитан на 160 мест. Всего здесь будет 8 групп, 3 из них ясельные, для детей от 2 до 3 лет. Здесь необходимо строительство школы, еще 2 детских садов, потому что многие, даже после сдачи этого детского сада, еще остается потребность. Еще один детский сад на 220 мест обещают построить к следующему году. Строительство школы начнется уже в этом. Вероника Гайнудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Пестричинский район. Зверский поступок. Сегодня водители при въезде в Кукмар обнаружили странные шевелящиеся мешки вдоль проезжей части. Открыв один из них, нашли внутри живых собак. Несколько мешков, в каждом была далеко не одна собака. Люди выпустили их на волю и выложили видео во всемирную паутину. Записями заинтересовалась республиканская прокуратура. Прокуратура Кукмарского района по поручению прокуратуры Татарстана проверяет инцидент с собаками, которых бросили в завязанных мешках на обочине дороги. Соответствующее видео появилось сегодня в социальных сетях. В настоящее время принимаются меры к выяснению всех обстоятельств случившегося, в том числе к установлению лиц, причастных к данному инциденту. В Татарстане, возможно, произведут перерасчет тарифов на вывоз мусора для предпринимателей. Об этом сегодня журналистам сообщили в Казанском Кремле. Этот вопрос находится на личном контроле президента республики. Напомним, ранее пересмотреть тарифы на вывоз мусора просили представители малого бизнеса, заявляя о многократном росте их убытков. Кроме того, новые договоры на вывоз мусора не могут заключить бюджетные организации. На сегодняшний день вопрос стоит о том, чтобы сделать в какой-то части перерасчет по тем тарифам, которые реально очень завышены получились, да, там проведут анализ, сделают перерасчет. В части изменения каких-то нормативных документов не исключаем, что произойдет и какое-то изменение нормативных документов, но этим вопросом сейчас занимается. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Для царской рыбы царские условия. Температуру постоянно поддерживаем. У нас качается вода из скважины напрямую. Как спасать от исчезновения осетровых в республике, узнавала Юлия Муратова. Айдана ТНВ 2019. Везде нужны двуязычные кадры, и эти кадры мы здесь готовим. Как получить грант на высшее образование и попасть по ту сторону экрана телевизора, расскажет Салават Мухаммадулян. Сегодня в Доме правительства Рустам Минниханов встретился с гендиректором казахстанской компании BI Group Айдыном Рахимбаевым. Обсудили сотрудничество и перспективы реализации совместных проектов. Отметим, что эта компания более 20 лет работает в различных сферах строительства, девелопмента и инжиниринга.
Сегодня Рустам Минниханов обсудил, как в Татарстане будет работать новая программа Общероссийского народного фронта «Регион заботы». Для этого в Казань приехали руководители проекта. 25 субъектов страны будут искать пути, как можно улучшить помощь пациентам на дому. Такая паллиативная помощь должна стать доступнее для большего числа семей. В рамках проекта также планируется законодательно урегулировать медобслуживание в местах лишения свободы. Каждому региону с учетом особенностей предстоит разработать свою программу развития паллиативной помощи. Первое было замечание взаимодействия между Минздравом и Минсоцзащитой по оказанию паллиативной помощи. Выездные службы нужно при ПНИ. Был затронут вопрос о каменке, значит, надо сносить эту каменку, держится новое заведение. Президент поддержал, но этот вопрос будет обсуждаться. Потом самый главный вопрос, когда лежит ребенок в психоневрологическом интернате, там же пенсия идет и копится у него, опекуном, как юридически, является директор интерната. Президент Рустем Нургалиевич подал идею, чтобы помимо опекуна директора был еще опекуном еще депутат. О новых программах по модернизации производства Нижнекамскнефтехима рассказали специалисты компании в Москве. Здесь прошел традиционный профильный форум ТЭК России в 21 веке. ПАО «Нижнекамскнефтехим» традиционно принимает участие в международной ежегодной выставке ТЭК России в 21 веке, которая проходит в Москве. В этот раз компания представила вниманию участников форума стенд со своими лучшими разработками по энергосбережению. Проекты «Нижнекамскнефтехима» всегда с интересом изучаются партнерами и коллегами по сфере деятельности. Я знаю, что в Нижнекамскнефтехиме прошла большая модернизация, что сегодня появились новые продукты, новая линейка, и компания растет. И то, что она ежегодно находит здесь партнеров, клиентов, это тоже очень важно. В ПАО «Нижнекамскнефтехим» успешно выполнены 3 программы энергосбережения. Внедренные в их рамках мероприятия позволили уменьшить затраты на приобретение энергоресурсов со стороны, постоянно снижать их расход на единицу выпускаемой продукции. Сейчас реализуется уже 4-я программа энергосбережения до 2020 года. Сейчас действует программа по замене станций щитов управления на более современные щиты управления. Также на Нижнекамскнефтехиме идет модернизация системы освещения с переходом на светодиодные светильники. И еще. Есть программа по возврату конденсата на Нижнекамскую ТЭЦ-1. Она сейчас успешно выполняется. Опыт ПАО «Нижнекамскнефтехим» по энергосбережению очень заинтересовал участников форума в Москве. Стремящийся к инновациям, ко всему новому, то, что поможет улучшить операционную деятельность компании, эффективность вообще производства. Капитальное обновление на очистных сооружениях Нижнекамскнефтехима. Там уже началось тестирование преаэраторов. Что еще будет сделано для того, чтобы воздух Закамья был чистым, читайте в реальном времени. Россия вошла в десятку антилидеров с самым грязным воздухом. Плохая экология становится все более частой причиной смертности населения. Первое место антирейтинга занял Китай, на 2-м Пакистан. А вот США, которые ранее замыкали тройку, спустились на 6-ю позицию. Догоняет Штаты Россия. Она оказалась на 7-й строчке. Только Челябинской области принадлежит 6% всех выбросов в нашей стране. Эти данные приводят в докладе State of Global Air. В Каму и Волгу запустят новую партию мальков в стерляде. Сегодня на площадке рыбзавода «Биосфера Фиш» журналистам показали, в каких условиях выращивают эту царскую рыбу. Как в республике борются за сохранение исчезающего вида, узнала Юлия Муратова. Вот так не меньше 4 часов уходит Евгения Цыганова на то, чтобы отсортировать рыбу. Здесь ее распределяют в бассейны по размеру и сразу, как мальки подрастают, отправляют в бассейны побольше. Емкость освобождают и готовят под новое поголовье. Много есть факторов, которые могут погубить малька. Мы здесь создаем условия больше-менее к естественным условиям подходящие. Поэтому мы их сортируем, живым кормом кормим, и немножко добавляем сухой корм. Самым старшим из осетровых около 10 лет. Воду поддержат около 20 градусов, а кормят их всего 2 раза в день. А это комната, которую называют зимовал. Температура воды здесь не больше 7 градусов. Таким образом, все получается, как в природе. Рыба здесь зимует, вынашивает икру, а в середине апреля ее переводят в теплые условия. Мы эту температуру постоянно поддерживаем. У нас качается вода из скважины напрямую, то есть холодная. И, соответственно, зимой окошко было постоянно открыто. И сейчас у нас начался процесс поднимания температуры, то есть настает сезон.
Все это позволяет рыбоводам выращивать до 5 миллионов мальков в год. Вот и сейчас здесь готовят новую партию. Сохранение осетровых сегодня – острый вопрос. Многие виды уже исчезли из Камы и Волги. Так, в октябре в реки запустили 5000 мальков. Сейчас в бассейне можно увидеть их ровесников. Рыбка подросла до 25 сантиметров. Есть своя система очистки, механическая очистка, есть биоочистка и есть химическая очистка. Вот, в принципе, это все. Ну и кормление, у нас есть специализированная корма. Раньше мальков республика закупала за пределами, сейчас производством занялись свои, и это позволяет быстрее восполнять дефицит осетровых. А самостоятельное воспроизводство рыбы восстановится через 10 лет. Юлия Муратова, Алмаз Заединов, ТНВ, Лаишевский район. Я не могу назвать себя гражданином мира, я гражданин Казани. Сегодня вспоминают Равиля Бухараева, поэт, драматург, философ, заслуженный деятель искусств Татарстана, лауреат государственных премий имени Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля. В 90-е покинул родину, работал в Лондоне. Однако любовь, желание показать красоты, культуру родного края всему миру можно проследить на протяжении всего творчества Равиля Бухараева. Каким он был, какие планы строил? Подробный репортаж смотрите в следующем выпуске в 21:30. Выиграй грант и попади на ТНВ. Наш телеканал дал старт второму конкурсу «Айда на ТНВ». Все выпускники школ, техникумов и колледжей могут получить грант от ТНВ на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. Главное – ЕГЭ по русскому языку, литературе и знание татарского. Как попасть на ТВ, расскажет Салават Мухаммадуллин. Второй год стартует акция «Айда на ТНВ». И это реальный шанс получить грант на высшее образование и оказаться по ту сторону экрана. «Айда на ТНВ» ждет будущих журналистов. Мы готовим для того, чтобы они работали на канале ТНВ. Как вы знаете, у нас теперь много каналов. Это и ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, это и Шаян, и Майдан. Везде нужны двуязычные кадры, и эти кадры мы здесь готовим. Пока готовиться нужно вам. Первый этап конкурса – эссе на татарском языке на тему «Мой лучший друг». Его мы принимаем до 19 апреля. Плоды вашего творчества нужно прислать на электронный адрес, который вы видите сейчас на экране. Креатив важен. Вот кто твой лучший друг? У кого-то книга лучший друг, у кого-то мама лучший друг. Не просто там подружка, одноклассница, да? У кого-то, может быть, собака лучшим другом. А у кого-то и кошка, да и мало ли кто может быть. За сочинением будет конкурс видеопрезентаций. На мобильный телефон или профессиональную камеру. Без разницы. Главное – эмоциональность, креативность и полнота информации. Снять самопрезентацию в видеоформате до 2 минут. Это второй тур конкурса. Попадают в него все участники первого этапа. Третий этап, он же решающий. 14 мая финалисты «Айда на ТНВ» проведут телевизионное интервью прямо в нашей студии перед жюри. Там и определят победителей. Не сказала бы, что все было так легко. Прошлогодние грантовики сегодня уже делились с журналистами победным опытом. Были с известными журналистами на съемках, смотрели, как делаются сюжеты, как правильно задавать вопросы, как сниматься, как держать себя в кадре. И это только на первом курсе. Девочки сейчас ходят в службу новостей на практику. Главное не бояться, оставаться самим собой и всегда быть человеком, который горят глаза. На их месте может оказаться не только любой выпускник школы. В этом году на конкурс допускаются студенты техникумов и колледжей. Главное – ЕГЭ по русскому языку и литературе. Салават Мухаммадуллин, Ишат Мухаметов, ТНВ, Казань. Постановка по роману «Ремарка» играют актеры из Германии на казанской сцене. Большой драматический театр имени Качалова принимает фестиваль «Европа, Россия, Азия». Этим вечером на сцене спектакль «На Западном фронте без перемен» в исполнении артистов из Ганновера. Один из его зрителей, корреспондент Салават Мухаммадуллин, сейчас находится там. Салават, здравствуй. Готов поделиться впечатлениями? Добрый вечер, Алексей. Ну вот буквально 30 секунд назад закончилось представление, спектакль Ларса Оли Вальбурга. Он ее ставил. Это по произведению всем известного «Ремарка» на Западном фронте без перемен. Зрители вот сейчас выходят из портера. Ну, о самой постановке ее играют немецкие артисты. Нельзя не отметить многотонные декорации, конечно, были субтитры. Само произведение рассказывает об одноклассниках, которые ушли на фронт. И сейчас я предлагаю посмотреть небольшой отрывок этой постановки.
Драматический театр из Ганновера приехал в наш казанский имени Качалова в рамках международного театрального фестиваля «Европа, Россия, Азия». В рамках этого же фестиваля мы здесь, в Казани, в течение года ждем также театры из Санкт-Петербурга, Москвы и даже Пекина. И сейчас я предлагаю послушать мнение об этом международном фестивале одного из наших гостей. Мы говорим другие языки. Ну, мы чувствуем, мы любим одинаково. Надо встречать, надо обсуждать, надо говорить друг с другом. Ну что ж, театр начинается с вешалки, а заканчивается, похоже, сегодня прямым эфиром. Уже в следующий раз в рамках этого фестиваля в июне мы ждем здесь же, на этой же сцене, в гостях театр «Балтийский дом». На этом у меня все. Алексей, передаю вам слово. Спасибо, Салават. Это было включение из Качаловского театра с фестиваля «Россия, Европа, Азия». Подробности в следующем выпуске в 21:30. Далее о погоде. До встречи на ТНВ. Добрый вечер. Новости спорта на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. Первая битва остается за Казанью. Волейболисты «Зенита» в драматичном поединке полуфинала Лиги чемпионов обыграли итальянскую «Перуджу». Именно в эту команду совсем недавно перебрался один из лидеров казанского клуба Вильфредо Леон. Поэтому фаворитом до матча считались итальянцы. Но коллектив Владимира Олекна думал немного иначе и в 5 сетах смог обыграть «Перуджу» 3-2. Самым результативным игроком матча стал Леон, набравший 25 очков. В составе «Зенита» 22 очка у Мегапета. Ответная игра состоится в Казани 10 апреля в среду. Для выхода в финал казанцам необходимо выиграть еще один матч. Победа с Дримтимом дорого стоит в этом зале. Вообще вся команда выдержали, молодцы. Но эта победа же, знаете, тем более с этим счетом ничего не значит. Шаг, там, даже ни шагом не назовешь. Погоня за «Арсеналом» футболисты «Рубина» продолжают битву за место под солнцем российской премьер-лиги. Пока подопечный Курбана Бердыева занимает 9-ю строчку турнирной таблицы. Но победа может поднять команду сразу на 6-е место. Сегодня футболисты провели открытую тренировку на своей клубной базе. Занятия проходили в штатном режиме. Травмированных футболистов практически нет, разве что Владимир Гранат завершает восстановительные процедуры, и совсем скоро его также можно будет увидеть на поле. Также клуб не сможет рассчитывать на Уремовича. Арсенал, я думаю, что сейчас в хорошем состоянии находится и подобраны индивидуальные сильные игроки. Думаю, что предстоит хороший, интересный матч. Тем временем ватерполисты «Синтеза» готовятся к плей-офф. В преддверии старта серии матчей на вылет чемпионата России казанцы проводят игровой сбор на базе Олимпийского бассейна в Тбилиси. В планах нашей команды на ближайшую неделю двухразовые тренировки и товарищеские матчи со сборной Грузии. Напомним, «Синтез» начинает плей-офф в Казани 12 апреля. В рамках 1/4 финала нашим соперником станет казахстанская «Астана». Серия за путевку в полуфинал продолжится до 2 побед одного из соперников. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. Поговорим о погоде после полезной информации. Спонсор показа – изготовитель корпусной мебели на заказ ООО «Данил Мастер». Хотите качественный и недорогой шкаф-купе по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики весь день будет идти дождь, +4. На северо-востоке Татарстана небо будет затянуто облаками, также 4 градуса выше 0. На севере Татарстана будет пасмурно, осадков не прогнозируется, 4-5 градусов выше 0. На северо-западе республики довольно прохладно, +2, возможен снег. На юго-западе Татарстана пасмурно, велика вероятность осадков, 3-4 градуса выше 0. В центре Татарстана ожидается снег с дождем, до +5. Удивительно комфортный, уютный, целебный, очень вкусный. Санаторий для всей семьи. Бакирова. Наш санаторий. Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры,
Уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные скидки для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. В Казани облачно, временами снег. 2-4 градуса выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. В магнитном поле Земли спокойно. Офтальмологическая клиника «Третий глаз» уже 20 лет помогает людям сохранять зрение. Весь апрель хирургия катаракты 38 тысяч рублей. Лазерная коррекция зрения и хирургическое лечение косоглазия от 16 тысяч рублей за один глаз. И вы скажете: «Я вижу». В этом месяце хирургия катаракты 38 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 202 202 8.